Так, нет звука. А посмотрите сейчас, пожалуйста, скажите, вот вроде как подключили, поправили, исправили. А сейчас? А сейчас есть? Не было, сейчас есть. Все, все, теперь все нормально, есть звук. Так, 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 так. Это то, о чем я хотела не забыть сказать. Подсказка тут у меня есть. Так, всем здравствуйте, кто уже подошел, кто здесь с нами. Всем здравствуйте, друзья. Рада, что и Подмосковье, и Крым даже здесь, да? И даже Крым. Уже просто даже такие отдаленные точки, уже радуешься, что вы тоже здесь. Киров. Вот, Елена, вы здесь, да? Это мы с вами сегодня разговаривали, Елена Ершова, правильно? По поводу этого таксеныша. Угу. Ну вот, видите, теперь вот я вас увидела здесь. Хорошо. Да-да, мы вернемся. Я еще телефон ваш не успела, не забила, чтобы нам с вами продолжить диалог. Так, друзья, давайте тогда мы с вами как построим беседу, о чем? В форме вопросов и ответов, или кого что волнует, у кого может быть какие-то вопросы, или что бы вы хотели услышать, по каким собачкам. Ага, здравствуйте, всем здравствуйте, друзья. Да. Ай, друзья, ну что хочу сказать. Вы видите по нашим роликам, такие времена у нас идут сейчас тяжелые. Это очень ощущается, да? Что не ролик, то как-то все грустно. Очень хотелось бы на какой-то хорошей, позитивной, да, такой ноте провести стрим, но давайте постараемся, не знаю только, что сказать такого хорошего, позитивного. Плохие новости я вроде уже сказала в ролике, вы их слышали. Я очень, знаете, как боялась даже озвучивать, потому что, сами знаете, когда что-то грустное происходит, даже произносить, ну, язык не поворачивается. Знаю, как вы все переживали, как вы все волновались, задавали вопросы, а я, знаете, отмалчивалась несколько дней, потому что меня, ну так, скажем, трясло и колбасило, потому что я не знала, как это сказать. Вот. Но случилось то, что случилось. Грустно и мне тоже, грустно от того, что хотелось бы немножко, чтобы поактивнее у нас люди были и, ну, как-то помогали хотя бы в какие-то моменты. Я не так часто прошу помощь, но не так часто. Но тем не менее, вот, ну ладно, все, как бы проехали уже, да, вот этот момент. Кстати, хочу вот еще что сказать. Ну, давайте сразу в одну кучу я вам скажу еще одну тоже грустную историю. Просила меня Елена это озвучить. Елена из Воронежа. Помните, да, были ролики у нас о Мишке. Он прожил у нас год и 8 месяцев. Ну как, не у нас, а у Елены в семье, в ее ручках. И она просила меня озвучить на стриме, что Мишки больше нет. Вот. Я еще в прошлый ролик хотела сказать, но забыла. Она мне тут напомнила, и я даже вот себе шпаргалку написала, чтобы я не забыла. Чтобы, ну тоже, чтобы вы были в курсе, и как бы, что Мишка умер. Но у него был, да, хороший уход, и Лена за ним из всех сил старалась, вытягивала. Поэтому он умер в любви и в заботе. Незадолго до его смерти она присылала, по-моему, даже с капельницей он лежал.
Ну, знаете как, вот хочу сказать, люди-то умирают, а что говорить о животных? Мы и так делаем все, что возможно. И мне кажется, что мы делаем даже больше, чем возможно. Поэтому я очень прошу с пониманием к этому отнестись. Уж как тяжело, понимаете, нам, тем людям, которые приложились к ним, очень сильно старались и делали все возможное. Поэтому нам еще тяжелее. Сердце просто в клочья. Вот. Татьяна, спасибо. Спасибо. Ну да. Очень стыдно. Стыдно, конечно, но стыдно, а что делать? А терпят все равно одни и те же. Представляете, бросать 100 собак и нестись к ней. А у кого-то нет 100 собак, но никто не хочет нестись и даже вот возле ноги положить. Да, и Мишенька тоже ушел. Ну вот они все равно у нас, ну дай бог, чтобы они у нас все живы были и здоровы. Потому что прощаться с ними очень тяжело. Вот, так, это я сказала. Друзья, ну, тяжелые времена наступили у нас. Да, конечно, конечно. У нас очень тяжелые времена наступили. Говорят, что это еще не самые тяжелые, хотя мне кажется, уже куда же тяжелее. Вы знаете, у нас невозможно пройти, невозможно не спасти, но, наверное, скоро будет возможно пройти, потому что пусть я сейчас называю это точечное спасение, но все равно ведь вы видите, оно у нас продолжается. Ну, или с небольшим таким, с перерывом на лето, но все равно хоть каких-то мы все равно вывозим животных. Если, не знаю, если вы скажете, что все, хватит спасать, я это и так и сама знаю, что хватит. Я держу себя на тормозах, ну, видимо, тормоза барахлят, но я стараюсь, я очень стараюсь. Вы знаете, если даже спасения вы видите, и они есть, но это там, где действительно невозможно было дышать, спать спокойно, если бы мы не спасли. Меня спасает только одно. Если я не смотрю и не вижу, вот как летом, и вы помните, да, что я не отслеживала и не знала, что там происходит, ну тогда я хотя бы, хотя бы сдерживаюсь. Но если я увижу и смотрю, то хоть точечно, но спасаю. А когда приходится вывозить и из Якутска, и попросили за нескольких очень попросили из Краснодара, потому что там уже, ну, конкретно объявили, что их отравят. Ну, я не знаю, я не смогла спать, я не смогла вообще даже из головы своей выкинуть, но думаю, ну надо вывозить. Но вы думаете, что это единственные, которых вот мы вывезли? Но нет. Но вы понимаете, что нет? Мне хочется просто кричать, рыдать, но просят еще 5. Они небольшие, по 10 килограмм. Не знаю, только если согласовать с вами, и вы, если одобряете и не против, то давайте из последних сил еще 5. Но надо на дорогу тогда деньги. Я не знаю, что делать. Вы понимаете, что мы же спасаем, но мы же делаем доброе, и мы их вам показываем. Ну а как спасать, Татьяна, как спасать? Вот как спасать? С ужасом, да, я тоже жду зиму с ужасом. Я даже... Да, и людям тяжело. А людям настолько тяжело, что
дыхание перекрывает, и я не знаю даже. Это уже, знаете, я, наверное, спасаюсь сейчас вот без разума, просто на инстинкте. Какой-то вот инстинкт у меня, надо спасти и все. Не знаю. А насчет пристройства. Нет, не совсем так, чтобы плохо. Вот сегодня позвонила вот Елена, ну, надо думать. Вот она захотела взять таксеныша. А потом Еланку тоже наша подписчица пожелала взять. Но у нас процесс еще идет прививочный. Мы пристраиваем с 2 прививками, чтобы нам было спокойно. Дай бог, что вот у нас должна и Еланка уехать. Потом, значит, ведем переговоры, но по каким-то уже даже закончили переговоры, а по каким-то еще у нас идут переговоры с семьями. В октябре должны состояться. Но опять-таки раньше времени не загадываю, но надеюсь, что собак 5 должны в октябре разъехаться по домам. Вот. Поэтому, ну, не совсем так, чтобы плохо. Не так, чтобы вот, ну, не 0, да, не 0. По крайней мере, хоть, ну, спасаем все равно гораздо больше, понимаете, больше, чем пристраиваем. Да, спасибо, Светлана. Здравствуйте, Лариса. В ноги кинулся, вот. А, вы на съемном жилье живете, да, поэтому хотя бы кота. Ой, у крошика вы видите, за крошика я спокойна, они уже ходили к врачу, но сейчас еще к одному пойдут врачу. Все-таки суставы, что-то она находит, что передние суставчики опухшие. Вы знаете, как-то прям вот странно, что... Ну, что такое? А что такое? Я не поняла, что означает звонок. А, поняла. Да, Михаил, спасибо за донат. 30 евро, спасибо большое. Но все равно уже и витаминками его кормят. Ее смущает, что у него плохой аппетит. Вы знаете, не знаю, вот он такой коротыш, что у него все развитие какое-то тормознутое. Он даже кушает мало, и его приходится уговаривать. Она ему отваривает там курочку, грудку и из руки его кормит. Одно время он так вроде немножко стал получше есть, а потом снова как-то из руки. Вот. И еще он не любит пить воду. Вы знаете, вот почему пить воду он не любит, с чем это связано, с щитовидкой или нет? Она его из шприца выпаивать пытается, но вода-то же должна быть. Хотя сухой корм он не ест, а когда ешь натуралку, то вроде в натуралке, говорят, достаточно воды. Ну, может быть, поэтому. Ну, может, научиться пить воду. Суставчики надо проверить. Кто-то нам подсказал, что надо позвоночник еще сделать, рентген. Может быть, там как-то защемление, да, позвонков. Все я сказала, все я передала. Все это они учтут. Покажут доктору, чтобы дать уже полный курс. Как можно еще его поддержать. Это по крошику. Зевс. Зевс как у нас? Он доехал, все замечательно, но он на передержке в любом случае, на платной там пока передержке. Его смотрели, по-моему, пару семей, и вы знаете, он очень всем нравится. У него только один недостаток. Он не дружит с кошками. А в семье там и кошки, и гуси. Ну, да. Жалко, конечно, очень хорошая семья, хорошая территория. Ему было бы супер здорово. Но я думаю, что гусей бы он тут же скушал.
А с кошками мы его проверяли, да, он тоже так хряпнул. Если бы мы не закрыли кошку, ну, мы проверяли, поэтому мы знаем, как проверять. Он, нет, не дружит с кошками. А так, ну, ничего, я думаю, что найдется семья, у которой нет кошек, или кошки живут, например, где-то в отдельной комнате, резиденции, поэтому думаю, что ему найдется семья, потому что он сам по себе очень шикарный. Реквизиты, куда перевести? Спрашивает, Татьяна спрашивает, реквизиты, куда перевести? Слепой на оба глазика. Да-да-да, котенок на оба глазика. Ну ничего, они же приспосабливаются, и слепые тоже жить. А у меня жил котик, тоже от куратора я брала. У него не было двух задних лапок. Вот он тоже, наверное, кто-то ему отгрыз. Он жил на передних только лапках. Каких только животных, да, у нас не встречается. Под видео стрелочка. Это вы отвечаете, да, Елене? Нет у меня стрелочки. Татьяна, пожалуйста, в это самое в комментарии можете разместить реквизиты наши. Сейчас в процессе, я думаю, что Татьяна разместит. Попробовать к врачу. По поводу котенка. Да. Не было информации, что сегодня чат. Наткнулась случайно. А вы знаете, мы, наверное, сегодня сами случайно решили, что нам уже пора встречаться, потому что мы решили только, наверное, в 3 часа, что завтра, например, у меня весь день в бегах, я завтра опять буду весь день занята, а в субботу-воскресенье вы, наверное, будете отсутствовать, и так решили, что сегодня самый раз, в четверг надо с вами повстречаться. Можно наладить контакт. Вижу из Германии, Ника, можно наладить контакт. Были уже поздно. По поводу котика. Я сама еле улавливаю мысль, которая здесь пишется. И правее галочка. На нее нажмите. Стрим 7 и правее галочка. Так, ладно, Елена. Возле названия стрима. Так, обормот. Зевс. Про Зевса я вроде, Настя, я вроде сказала, да, про Зевса? Или это еще повторный вопрос, что он на передержке и с кошками не дружит? Так, могу только сказать, Елена, с серенькой собачкой все хорошо. В интересах собачки можно, я пока не буду говорить, попозже, хорошо? Потому что не все так просто. Кругом недоброжелатели. Но просто я вас успокою, что все хорошо. Иначе бы я сошла с ума. Какие отношения с Игорем? Игорек, я тебе сегодня звонила. У вас было 10 часов. Ты не ответил на звонок. Скажи, пожалуйста, почему ты уже спал или кормил собак? Но ведь я тебе хотела задать один вопрос. Ну ладно. Может, ответишь. Не знаю. Ты же знаешь, что я тупая. Кто кому пишет? Напиши где-нибудь. Вопрос, смотрите какой. А сколько всего собачек непристроенных? Где? У кого? Сколько всего собачек? Из каких собачек непристроенных? У меня собачек сколько непристроенных? Ну, 200 примерно. Вы имеете в виду, из каких собачек? Вы лучше спросите, сколько собачек пристроено. Ну, собачек пристроено уже, конечно, больше 1000, может быть и 2. А из тех, которые есть в наличии, ну,
все, которые есть у нас, они не пристроены. Если бы они были пристроены, они жили бы не у нас на передержках платных, а в семьях. Да, не анонсирован. Ну вот я говорю, что мы решили только сегодня в 15 часов по московскому времени, что нам нужен стрим. И через 4 часа вот и я здесь. У меня просто каждый день я где-то ношусь, понимаете, самолеты, вертолеты, у меня нет времени. Нет времени даже сесть с ручкой, с бумажкой и где-то что-то, какие-то записи сделать, куда отправить телефон. Поэтому и на стрим тоже выкроить время, сесть вот так в вечернее время, тоже надо время еще постараться найти. Вот. Да. Остаются деньги, вы их раскидываете на других. Анастасия, смотрите, давайте я вам скажу. Вот вы финкураторы. У меня не на каждую собаку есть финкураторы. На одной передержке, на примере, например, одной передержки, у меня там 65 собак. А финкураторы только на 23 собаки. Я вот просто говорю медленно, чтобы вы понимали, да, чтобы я понятно объяснила. Если непонятно, то вы, пожалуйста, поясните. Скажите, что что-то я не так говорю. 65 собак. Из них имеют финкураторов 23 собаки. На каждую собаку из этих 23 собак, у меня есть эти списки даже, но они на WhatsApp, они у меня в галерее, в телефоне. У одной собаки 3500, у другой собаки 2000, у следующей собаки 4000, 3700, 2700. У меня не хватает на одну собаку до 7500, не хватает. А 40 собак вообще не имеют ни рубля. Это только по одной передержке. По другой передержке такая же ситуация. 1/3 имеет по полсуммы. Получается, что у нас не хватает финкураторских денег на всех собак. Поэтому я всегда с протянутой рукой. Когда у нас, вспоминайте, какая была зима. Тяжелые были периоды, это январь-февраль. Я не успевала не то, что рассказывать о всех, и я вам об этом не раз говорила. Мы не успевали рассказывать о всех спасенышах. Наталья, спасибо. Мы не успевали не то, что рассказывать о всех спасенышах. Мы ведь дуром тогда спасали, вывозили, кого успеем, кого не убили, кого выдернули из ППЖ, из ангара. Я, можно сказать, забегалась, избегалась вся, и вы помните по роликам, что не ролик, вы все в порту с каталкой, вы все в порту с каталкой. В каждом ролике я качу и качу эти тележки, качу и качу тележки. И так происходило каждый день с редким перерывом на один день. То Внуково, то Домодедово, Внуково, Домодедово. И вот это, а потом развести, да, а потом разместить их в клинике, с врачами общение. То есть в этом кошмаре я вывозила их без финкураторов. А вот сейчас они на моем попечении не имеют никакой поддержки. Вот сейчас вы немножко вошли как-то вот в тему с мая месяца, да, начиная там с Рихарда, с Никитки. Вы стали немножко подтягиваться, но вас мало. Вас мало. Вы можете в количестве вас быть и, допустим, и 10 человек. Но если мы скидываемся по 200 рублей, по 500 рублей, у нас все равно не хватает до 7500. А те собаки, которые вывезены в январе, феврале, марте, апреле, они вообще не имеют финподдержки. Ну, вообще не имеют. Вы понимаете... Вот вы, Анастасия, по-моему, задала вопрос. Если остаются деньги, я не могу понять, какие могут деньги остаться,
если мне их не хватает. Если бы мне хватало денег, я бы не просила у вас периодически на стерилизацию, на кастрацию, на вот эти все лекарства, которые вот с этикетками, видите? Без них тоже нельзя. У кого-то домодекоз. Нельзя без симпарики. Вот я покупаю. Они все стоят, вот эти коробочки, по 1500. Какие могут быть остатки у этих собак, у этих сборов? Я даже не знаю, вот видно или нет. Я себя не вижу, вот что я вам показываю. Но, наверное, у меня тормознутый просто, с тормозом. Вот это все. Это я вот вчера пошла и купила. Вот. У нас собаки, у меня собаки есть, значит, у меня есть собаки с эпилепсией. Это бесконечные лекарства. У этой собаки с эпилепсией вообще нет финподдержки, ни рубля. Она живет в квартире. Ей нужно жить в тепле и в соответствующем уходе. Я вам о ней Нет, это я вам показывала, наверное, в ролике Фрейю, которая у Наташи живет. А я еще имею Шерри. И бесконечно покупаю поглюферал, кепру и бром, что-то там сейчас прописали нам. Ей надо и гиптралы, и для поддержания печени, и для всего. Это диабетику. И вот смотрите, на эти лекарства постоянно присылают мне счет и чеки. То на 3, то на 5 тысяч, то на 3, то на 5. Я уже говорю, ну почему так много? Потому что в день примерно там дозировка уже увеличилась, потому что у нее то не было приступов, то вот когда в августе 30 приступов за полдня. Как вам? 30 приступов. Она даже не успевала отойти от себя, в себя прийти, и опять приступ, и опять с пеной корячится, и мучается, но потом она приходит в себя, и все становится более-менее. И там уже становится реже, когда дозировку правильную набираешь, потому что врач хотел нас с этих лекарств перевести на другие лекарства, потому что она что-то стала желтеть, и мы напугались за печень. Поэтому другие лекарства не прижились, и снова пришлось возвращаться к старым лекарствам. И кепра, и поглюферал, и все это стоит денег, а сейчас после подорожания они стали дороже. Поэтому я даже не знаю, вот она живет в квартире, а я оплачиваю 9 тысяч. Ни одного финкуратора, ни на 1 рубль. У нее были финкураторы, девочки, которые мне ее сосватали, очень просили откликнуться на кураторство. Я откликнулась, они обещали помогать. 2 девушки, которые присылали там 1000, другая 2000, ну хотя бы на лекарства. Они слились. И вот сейчас 9 тысяч плюс лекарства не вижу. 200 рублей. А кто? Ольга, по-моему, да? Ольга, спасибо. Я не знаю, вот за собаку, которая мне обходится 9 тысяч плюс лекарства, 12 тысяч, нет финкураторов. Поэтому, Анастасия, когда вот вы говорите, что куда деньги, остатки деваются, я даже не знаю. У меня не то, что остатков, у меня вообще не хватает, чтобы погасить всех. Август у меня не оплачен наполовину. Я бы с удовольствием хотела погасить, если вам сказать, что это долги около, ой, большие, даже боюсь называть сумму, 700 тысяч, по-моему. Не знаю, у меня собак много, они у меня все в списках. Стоит это вот как показывать. Их очень много. Я показывала как-то в ролике. Наверное, не видно. Я как будто бы сама с собой.
И здесь ведутся записи. Кому сколько я должна, кому сколько я не оплатила. А потом тяжелые разговоры с передержками, которые мне высказывают, что это их работа, и они хотят получать зарплату за свою тяжелую работу. Они говорят, мы не сидим на стуле с 9 до 6. Мы выполняем тяжелую работу. Таскаем мешки с кормами, с какашками. Растаскиваем. В общем, вот у меня много списков. Вот, много списков. Это все мои собаки. Я не знаю, как... собак на передержках я вам показываю. И по одной, и по две, и массово показываю. И слева направо, и сверху вниз. Ага. Анастасия, ну вот спасибо вам за вопрос. Но все равно вы молодцы, вы же стараетесь, да? Вы стараетесь, но вы не виноваты. Вы не виноваты в том, что собак так много. Я просто, правда, должна вам сказать, вот верить в то, что если говорить только все хорошее, а на самом деле я повязла в этих проблемах, но это будет неправильно. Я вот думала сегодня тоже, мы обсуждали, говорить или нет, как есть. Потому что дальше-то будет, если еще хуже. Вы потом скажете мне, а откуда? Вроде бы мы помогали, а откуда взялись вот такие вот недочеты? А я вам сразу говорю, что и сейчас все очень грустно, очень... Я не справляюсь, правда, не справляюсь. Ну, поэтому вот мне когда говорят, надо спасать, надо спасать. Вы знаете, вот раньше, в это же время и круглый год, я спасала много всегда, и у меня прилетало, вот я вспоминаю, но это же все у меня вот в бумагах, да, есть. По 3-4 самолета в неделю. По 3-4. Раньше можно было посадить с пассажиром 5 собак. Сейчас только 3. И сейчас самолетов, естественно, меньше. Летом была пауза совсем. Так, сейчас я вам еще кое-что, подождите, расскажу, чтобы мне не забыть. Да, смотрите, сейчас я что-то хотела, мысль какая-то у меня... Ой, сейчас мысль убежала. Вы знаете, я стараюсь очень и очень вести экономно, потому что я знаю, что это все нужно для собак. И поэтому никакого расточительства. Я никогда не отправлю собаку за 20 тысяч, например, в Питер. Если я всегда найду курьера, который вывозит, берет там 3 собачки или 4, но цена у него там 4-5 тысяч. Я никогда не буду расточительно тратить ваши деньги, потому что все копеечка к копеечке. Если я буду расточительна, значит, у меня будет еще больше финансовая яма, и я буду еще больше нуждаться. А зачем мне вот это вот надо? Вот у меня только сейчас, вы знаете, у меня, наверное, тормознуто. Почему выходит? Только сейчас я как будто показываю вам то, что купила я вот эти вот таблетки от Домодекоза. Хотя я показывала 5 минут назад. Вообще не понимаю ничего. Вот. Я вас, знаете, очень-очень прошу вот прям с пониманием отнестись. Вы знаете как, я бы с удовольствием хотела бы иметь, знаете кого? Бухгалтера, честно. Вот если бы кто-то взялся и вел вот эти вот все приходы и расходы. Чтобы, вы понимаете, когда есть какое-то вот предприятие, да, какая-то фирма, какое-то сообщество, там есть управляющий, есть менеджеры, есть бухгалтерия. А здесь то же самое. Вот есть спасение, да, это же не организация какая-то вот
официальная какая-то организация, где мы садимся за круглым столом и с кем-то обсуждаем наши проблемы. Здесь все в одном лице. Здесь приходится вообще все до мелочей, понимаете? Вот все до мелочей. Вот сегодня, например, вот не сказала я, например, ночью, что просто сегодня 2 щенков с куратором, с Мариной отправляли с большим тоже трудом, но они забыли положить паспорта в переноску. Это надо еще выделить время, это надо еще поехать в порт со следующим пассажиром встретить, это опять затратное время. Ну, это все вот до малейших. Кому куда что положить, кому какую-то косточку положить, чтобы собака в самолете не лаяла, чтобы еще что-то. Ну, понимаете, вот, ну, это вообще вот все надо до мелочей держать все под контролем. Ну, я не то, что главное, я просто, наверное, скажем так, первопроходец с 16-го года. Слава богу, что последователи пошли и хоть как-то точечно, да, ну, появились. А вот первые годы, когда 16-18, ну, там вообще мало кто вывозил. Они вообще как бы не особо сторонники вывозов, где родился, там и сдох, у них так это называется. А мне надо было их спасать, и поэтому я очень сопротивлялась, что они должны там погибать, и поэтому вывозила. Вот, 7 хвостиков. Вот, да, кто, конечно, имеет, да, вот больных хвостиков, вот вы говорите 7 хвостиков у вас, и все на препаратах. Ну, это можно вообще вот рехнуться, с ума сойти просто. Ну что вот, ну как? Ну просто не спасать, понимаете? Вот я и так, и эдак по-разному пыталась найти выход, как везде успеть. Вот как везде успеть? У меня телефон не перестает говорить, звонить, понимаете? И у всех с какими-то просьбами. Прислайте это, прислать фотографию этого, потому что я предложу там-то, там-то, покажите то-то, то-то. Сегодня вот тоже наша подписчица, вот, которая помогает нам, помогала вот в мае с 3 щенками в Германии, она говорит, ну вот есть семья, допустим, там на 2 кошечек, там переговоры, здесь переговоры. Отправка дорогая. Она говорит, ну как нам справиться с этой отправкой, потому что, ну, такую сумму не потянут. Я говорю, ну это не мои суммы, установленные не мной, поэтому хоть хомячка, хоть крокодила вывози, но сумма такая, какая есть. Я тут не в силах повлиять. Вот, и обидно, если кошечки не уедут, а денежек у них не хватит. Не знаю, что делать. Если, понимаете, если бы были какие-то оставшиеся деньги, да, я оставшиеся деньги, вот, например, допустим, мы собирали на Зевса, да, конечно, мы не собрали полностью сумму. Сейчас скажу сколько, 270 евро плюс 6 тысяч рублей справки не собрали, но это же не означает, что я позволю не уехать Зевсу, когда ему только один раз выпадает такой шанс, его пригласили и его берут, его взяли хотя бы туда на передержку, ну ближе хотя бы к цели, к нормальной жизни. И, конечно, я из денег, которые собирала на корм, я взяла, позаимствовала оттуда. Но я все равно заплатила, и потому что по-другому быть никак не может. Поэтому всегда приходится откуда-то забрать. Собираешь на одно, но... Ой, я показываю вам, но не... Вот я только сейчас вижу, что я вам списки показываю, а их не видно, они внизу. Вот, например, еще на одну собачку тоже откликнулись. Марго, вывозили ее
в январе она очень вся дрожала. У нее тоже, по-моему, нет, у нее нет ни одного финкуратора. Семья откликнулась, но с условием, что с анализами она будет проверенная, и анализы мы им предоставим. Но пришлось ехать сдавать анализы, кровь, клиническую, биохимию и УЗИ. Вот сегодня тоже, точнее вчера 3 550 заплатила за анализы, чтобы только она все-таки поехала в семью. А люди, если хотят видеть здоровую, значит у них серьезный подход. Просто у нас анализы стоят дешевле, чем там в Европе. Логично, логично, и подход тоже серьезный. Тоже не могла не заплатить. И вот таких вот очень много таких вот расходов, невидимых расходов, которые ради того, чтобы обрести собаке семью, приходится и на дорогу находить возможность оплатить, и анализы сдать, и вылечить. Ой-ой-ой-ой. В общем, стараемся изо всех сил. Просто это расходы, которые не всегда я могу, имею возможность в ролике об этом рассказать. Тем более это вот день есть, и вот сегодня бац. Или, например, собачка Янка. Вы тоже, я думаю, что ее не знаете. Она была спасена где-то в марте. По-моему, она 4 апреля приехала. Такая была очень плешивая. По-моему, у нее был блошиный дерматит. И, вы знаете, вот очень плохой аппетит. Очень плохой, и она не поправляется. Как-то все собачки поправляются, она не поправляется, и она такая вот грустная тоже. Но тоже надо ехать и сдавать анализы, потому что уже сколько и так, и эдак, вроде бы она стала веселее, потом снова стала унылая. У нее тоже нет финкураторов, а я тоже за нее оплачиваю. И сейчас предстоит анализы тоже сдавать, которые тоже стоят денег. Да, конечно. Нет, не могу, Настя, не могу сказать, что нет порядка. У меня есть одно четкое. У меня есть 2 собачьи карты, где есть приход и расход. Ни на одну какую-то позицию, кроме собак, с этих карт не производятся никакие оплаты более. Это все можно отследить по выписке, если взять из Сбера. Вот, поэтому порядок тут такой, как бы, я бы сказала, не может он не быть. Вот есть приход, значит мы спасаем, да, мы оплачиваем, мы покупаем, мы лечим. Если совсем у нас карты пустеют, а передержки говорят, что мы можем заказать корм? Я говорю, нет, подождите пока, я не смогу вам перевести. Ну а как ты, впереди выходные, а как мы останемся без корма? Я говорю, ты займи у нее пару мешков, продержись до понедельника, а может быть к понедельнику что-нибудь я насобираю, тогда вы закажете и во вторник привезут. И мы вот постоянно в разговорах, если нет возможности, то значит продержись как-нибудь, займи несколько мешков, а потом ты отдашь, и вот это вот постоянно находишься в таком нервозном состоянии, а соберешь ты не соберешь в понедельник, вторник, а если у тебя отправки, то тебе нужны деньги на справки, на документы, и ты понимаешь, что, а если 3 хвоста уедет, то это значит за справки 6 на 3, это значит 18 ты должна заплатить. Тут 18 за справки, тут за УЗИ и за анализы. Где-то покупаешь, чтобы не чесался от демодекоза или от блошиного дерматита или от подкожных клещей. Вот покупаешь симпарики и бровекта. То есть без этого тоже нельзя. Это все такие дорогие таблетки, но они помогают, конечно, они помогают, иначе бы мы не покупали бы их.
Ну вот, к сожалению, обязанности финкуратора только написать мне на WhatsApp, чтобы можно было ваш телефончик записать, и мы вас включим в чат по какой-то конкретной собачке. Там мы ведем информацию по собачке, мы спрашиваем с передержек фото, видео, и там делаем напоминания. Помогает мне вести эти чаты Анна, уже несколько лет вот помогает, за что ей спасибо большое. И она напоминает, что подошло время оплаты за Тобика, за Жучку, за Сэма, за такого-то, такого-то. В каждый чат по конкретной собачке. Иногда чат у нас сразу на 2-3 собачки. Вот сейчас у нас приехали собачки, вы видели, такие скелетозные, белые, типа корги, такая длинненькая, скелетиком, да? Лоскушка немыслимая, но уже стала поправляться, слава богу. Я думаю, что она пристроится. У нее и характер замечательный, она и на коротких лапках, милая, все прекрасно. Вторая собачка проблемная, потому что она дичок, боится, не сладко ей пришлось в жизни. С ней приехал олененок, с ними, с двумя олененок, который в этом страшном вольере сидел с серой собакой и злым кобелем. И вот понимаете, и еще приехала черная собачка, такая с веснушками на мордашке. Тамара ее спасла от кобелей, от свора кобелей. Валялась в луже в грязи вместе с этой собакой, закрывая своим телом собаку от кобелей. Ой, жуткие такие вот вещи происходили. И как потом, когда ты приложился к этой собаке, и как тебе потом ее не спасти? Ну и то она сказала, у тебя много собак, давай выпустим ее на улицу. Я говорю, да ни за что. Собак, если много, но сейчас ее порвут, эти 10 кобелей, и эту девочку просто разорвут. Ну, хорошо, что подвернулся пассажир, и мы утром ее посадили, она прилетела. Но ведь у нее тоже нет. Ее зовут Мальта, кстати, но у нее тоже нет финкураторов. Видите, как они у меня копятся без финкураторов запросто. На двух, вот на этих двоих, если у нас есть чат на небольшую сумму, на двоих там тысяч, наверное, на 4-5, что ли, Аня скажет. А надо же 15 на двоих, а на четверых надо 30 тысяч. У нас нет таких денег. И олененок из этого страшного вольера, такой лапулечка, такой потерянный. А Стинг какой замечательный. У него же сама улыбка. Уже вот он даже, когда просто вот ничего не делает, а у него мордаха, он уже улыбается. Не знаю, я не могла мимо них пройти. Я, наверное, ну как вот можно, разве можно сожалеть о том, что ты спасла? Надо как-то их тянуть. Но у меня нет на них финкураторов. Поэтому, когда вы присылаете помощь, я ее распределяю на тех собак, которым не хватает, у которых нет вообще никакой суммы поддержки. Они как-то вот прилетели и так незаметно в эфире у нас прошли, и про них забыли. Они прошли, и понимаете, и про них забыли, и вроде как будто бы их и нет, и о них никто не знает. А они каждый день кушают. Сейчас вот течка закончилась, надо срочно будет стерилизовать ее, потому что мы ее нашли в течке, возможно, она беременная. Раз там столько было кобелей. Эта Мальта бегала с маленьким кобельком. Так эти кобели порвали этого маленького кобелька. Его так и не нашли. Видели, только он окровавленный. А где он, так не знаем. Не знаю. Но Мальта зато прилетела. И такая благодарная, что ее спасли. Вот.
Вот про финкуратора я, Эльмира, по-моему, рассказала, да? Просто самое главное, напишите мне на WhatsApp, телефон в реквизитах есть. И мы вас включим уже в чат и будем напоминать, в какие дни. Обычно мы предлагаем вам в удобный для вас день присылать денежную сумму, на которую вы подпишетесь. На любую удобную для вас посильную сумму. Вот и все. Вся работа финкуратора. Ошибка. Не видите комментариев, но вы же сами написали, Светлана, комментарий. Вот, или вы других комментариев не видите? Финкураторы должны заботиться о животном. Ну, да, понимаете, как вот финкураторы должны заботиться. Но если они подписались на 500 рублей или на 1000, а грядет, например, стерилизация, которая стоит там 5000. Вы знаете, мне всегда неловко писать группе, которая свои последние, можно сказать, ну мне так кажется, да, я тоже людей жалею, подписалась на 500 рублей, а грядет, например, стерилизация, значит, а их всего, например, 5 человек, значит, они должны по 1000 скинуться, а есть ли у них это 1000? Ага, поняла. Есть ли у них это 1000? И как я тогда скажу? И вы знаете, я опять остаюсь с проблемой стерилизации 1 на 1. Я пыталась в роликах рассказывать, что у нас надо нам 5-7 собак простерилизовать, но особого отклика я не увидела. Ну и поняла, что бесполезно. Предложите олененка Виктору. Он создал центр реабилитации диких животных. Нет, Татьяна, олененок это не олененок. Там ролик, он как олененок с такими ушами и такой нежный, желтого цвета, рыженький. Это же собачка. Зачем я буду в среду диких зверей предлагать ему нашего олененка? Это собачка. Знаете, когда они прилетают, они на потоке, я даже не успеваю им клички давать. Но мне подсказывают финкураторы, предлагают варианты, но я не успеваю. Вот этих вот скелетиков белых, да, мы назвали Соня и Фиона. Соня и Фиона. А черненькая, которая вот спасла Тамара, мы ее назвали Мальта. А там же еще, помните, белая собака, которую облизывала серую собаку, жалела и облизывала белая собака. Ой, я еще кличку ей не придумала. Не успеваю. Вот. Собаки умнее людей. Ну, конечно же, это неоспоримо. Правильно, Настя, вот финкураторство это хоть какая-то стабильность, да, ну хоть какая-то мизерная стабильность, потому что я не всегда понимаю, все ли участвуют спустя время или нет. Вы гуль? Что такое гуль? Может больше роликов чаще делать, клич на финкураторство. Опять-таки, ролики это время затратно. У меня нет времени. Вот вы когда смотрите ролик, который из 10 минут состоит, поверьте мне, он у нас монтируется не запросто, не легко. Он монтируется у нас, начинаем сегодня, а продолжаем завтра. То есть это же все... Пока это все редактируется, монтируется, обрезается, выкраивается, накладывается звук, меня еще надо так долго упрашивать, ругаться, злиться на меня.
когда же я скажу по каждому сюжету в аудио, дам. А я всегда бегаю. То я запыхалась, то я, например, наговорила, мне говорят, не пойдет, что за голос, отдышитесь. Я не могу, когда я отдышусь, я быстрее хватаю собак и бегу дальше. Я в спокойном состоянии, то я в спокойном состоянии. Мне говорят, ты сейчас нервная, голос опять не тот. То я в упадке, уже глаза закрываются, я говорю, ну, у меня уже рот не шевелится. И мне говорят, ну, это что за умирающий лебедь? Вы что, каким голосом говорите? Не надо, все, до завтра. Я говорю, а завтра я снова убегаю. Она говорит, ну и когда ролик тогда будет? Ну, понимаете, у нас ролик тоже рождается очень всегда не так запросто, не так запросто и легко. Что бы вот ни говорили, но это в ваших интересах, ну вам же нужны деньги, ну вы же... И все равно я хочу сказать, ну нет возможности, понимаете, я разорваться-то не могу на все случаи. Не успеваю ни с врачами поговорить по некоторым собакам. Вот сейчас вот еле нашла передержку, чтобы Еланку перевести с одной передержки. Ольга помогла, вот слава богу, 25 дней она передержала. Ой, хоть 25. Сейчас она выходит на работу, и поэтому она дома будет отсутствовать, поэтому попросила перевести. А что такое перевести на другую передержку? Опять надо на 20 дней. Вот там Наталья согласилась 20 дней тоже передержать. А чего стоило мне найти эту Наталью? Это 33, да какой 33? 130 звонков сделаешь, чтобы найти человека, который бы хоть временно взял, передержал. Вот, например, вчера был ролик. Я попросила откликнуться на 2 щенков, которых вывозить надо, и возьмите передержать хоть какое-то время, хоть на время, пока мы их обрабатываем. Ну, это вот, грубо говоря, на 21 день. Дальше мы, может быть, что-нибудь придумаем. Упрашиваю, уговариваю, убеждаю. Ну, а что толку? Ну, реакции ноль. Реакции ноль. Единственное, что вот женщина согласилась в Подмосковье, она откликнулась на Кроша, передержать Кроша, ну, потому что Кроша как-то вот, он задел как бы всех, многих, да, и поэтому люди, которые откликнулись на него, вот я уже к ним позвонила и попросила, ну, возьмите хоть вместо Кроша там другого, вот согласилась тоже женщина, за что ей спасибо, а второму места нет. Второму места нет. Но мы же не можем, понимаете, брать, если у нас постоянно прилетают, приезжают собаки, и всех брать себе. Это же невозможно. Когда собаки возле тебя, ты с ними должна быть, ты должна им внимание уделять, а ты постоянно носишься. Мы не можем себе взять. Понимаете, я бы тогда за 6 лет, что я нахожусь в этой теме, ну, я не знаю, у меня бы, я не знаю просто, я даже не знаю, что, но у меня на люстре бы висели собаки уже просто все. Клич. Да, клич. Что клич делать? Не знаю. Мне кажется, мы уже кричим. Уже и так, уже говорю, трепетный, трепетный. Очень жалко, что на трепетного, такого классного Стинга никто не откликнулся. Я уже по слогам говорю, чтобы это было не вскользь, и я была, чтобы услышана. Ну вот на Стинга вроде откликнулось несколько человек. Ну это сколько там, на 2000 или даже не думаю, что на 3. Вот и все. Но где мне вот брать на всех собак? Да, конечно, Валентина, на текущие нужды или там кому нужнее на текущие. Это очень хорошая графа, потому что на текущие нужды я как раз распределяю на день сегодняшний, кому нужнее и кому важнее. Конечно, они в любом случае идут тому, кому нужно сегодня. Я не могу на деньгах подписать, что это вот Бобику, это Тобику, это Виви, это Рози. Это я не могу так им подписать. Вот сегодня подошло время, и надо вот по списку
все-таки, я не знаю, списки эти, вот у меня здесь, я повыше подержу, вот они у меня здесь вот с метками, с метками, со шпаргалками, со всякими разными какими-то указаниями, что подсказками, у кого когда прививки, у кого еще что-то. То есть у меня вот, ну их очень много, понимаете, вот их очень много, этих списков. И я с этими списками сижу как бухгалтер, как крот, я все распределяю и все помечаю. У меня ничего не остается не забытое или не помеченное. Это не просто вот так шаляй-валяй, там деньги туда, деньги сюда. Куда я что трачу, я все помечаю. А что помечать? Тут у нас Сбер онлайн сам все пометит и все тебе подскажет, где, куда и сколько, на что ты пометил, потратил, то есть. Вот, у меня в этом плане очень, что-что, но я в этом плане очень педантична. А чтобы никакой рубль никуда не пропал, они у меня только на собачьих картах. Только на собачьих картах. Поэтому это все очень-очень строго. Вот. О нуждах подопечных говорить. Но я, знаете, я говорю вроде бы о нуждах. Но я так поняла, что нужды у нас, на которые откликаются, это только нужды корм. Это нужды корм. Если я скажу про лекарства, про оплату стационара или про стерилизации, или про документы, вроде мы все так хотим, чтобы они у нас были пристроенные, но когда речь идет о документах, то вроде как-то это, знаете, не смертельно, скажем так. Можно и не откликаться. И тогда здесь только я могу отсюда забрать, сюда вложить. И все. Вы знаете, вот какая у нас сейчас вот показываете на стримах видео собачек, быстрее ёкнет сердце, и кто-нибудь заберет. Так, а как я на стримах покажу видео собачек? Это какая-то функция должна быть, чтобы вот здесь на экране, да, у нас, знаете, у нас нет такой функции, это может быть какая-то программа должна быть, наверное. Мне кажется, что должна возможность компьютерной программы быть предусмотрена. Это вот у каких-то, знаете, блогеров, вот я так полагаю, о чем вы говорите, это когда блогеры. У нас, знаете как, вот я себя все-таки блогером-то не называю. Вот блогер это все как-то на показушничество, мне кажется. Это должны быть красивые съемки, смотримое видео, чтобы это все было смотрибельно, чтобы вам нравилось. Блогер красиво показывает, обучает, рассказывает, информирует. А у нас акцент больше на спасение. Вы все-таки вот разделяйте это. У нас не всегда качественная съемка. Это наш бич, это мы об этом знаем. У нас, если вы видите такое не широкоформатное видео, да, вот на весь экран телефона, а узкая полоса, и тут слева-справа черные полосы, потому что мы пользуемся тем материалом, который нам присылают те люди, которые засняли процесс жертвы, процесс убийства, процесс погибающего животного. Ну уж как сняли, так сняли. Поэтому красоты там нет. Это не блогерская съемка. Поэтому, когда я нахожусь там в порту, да, хотя бы хоть как-то, я пусть не совсем профессионал, но я хоть как-то понимаю, что надо снять вот так горизонтально, показать там, да, и вот и приблизить, и мордашку показать, и глазки показать, чтобы вам понравилось, чтобы вы увидели, да, там всю красоту и нежность животного. А когда снимают тети Маши, тети Глаши, снимают абы как, там тоже ППЖ или там на улице кто-то, да, замерзает, околевает. Ну, что есть, то есть. Поэтому вы с пониманием вот как бы к этому отнеситесь. Это не блогерские съемки.
И канал наш спасение, а не показушничество и не красота фильма, не художественный у нас фильм. И вот поэтому я не знаю, что, Татьяна, вам сказать по поводу того, что у нас программа и видео включить. Вот я бы сейчас нажала на кнопочку, так раз из жесткого диска. У меня очень много материала. У меня весь телефон, там 5 миллионов, наверное, фото, видео. И я бы могла здесь показывать. Мне иногда так хочется вам показать все, что у меня есть в телефоне. Это невозможно. Это надо безвылазно не отходить ну, кто где смотрит, на компьютере или на телефоне. Даже вот просто быстро вот так вот колесо прокрутить, и вы бы увидели. Это, вы знаете, вот крышу сносит, сколько там материала разного. И этот, а это было, а это история, а это мы в марте, а это апрель, май, июнь, июль, и пошло, поехало. Я ничего не удаляю, я ничего не стираю. Я иногда переношу только на жесткий диск, чтобы еще на каком-то носителе у меня была эта информация. Вот, забыла. Сегодня просили меня найти январского песика. Мы спасали в январе, привезли 30 января, а семья попросила его найти, каким он был в Якутске. А семья в Европе. Я не нашла, у меня руки не дошли. Это надо перелопатить очень много материала, чтобы вернуться в январскую съемку и там в галерее января найти и идентифицировать его, это он или не он, спасали в ППЖ или спасали в ангаре, или спасали с улицы, это все предстоит еще, но это у меня времени просто даже не было. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, потом, может быть, в 2 ночи, когда все будут спать, я попробую поискать. Вот. Собачек показывать, не знаю, все, что мы показываем в наших роликах или на стримы, не стримы, нет, как-то нет. Все равно для пристройства, наверное, больше редко когда, вот, знаете, понравился крошек. Ну, тем, что он карлик, необычный, медлительный, тормознутый, лапочка, солнышко. Ну, вот он понравился, да, так многим. Ну, вот таксеныш, я надеюсь, что тоже должен у нас пристроиться. Какие-то небольшие собачки, вот краснодарские собачки у нас все-таки худо-бедно, но 9 собак за лето у нас краснодарских тоже пристроено. Еще у Маши тоже на кураторство набрала краснодарских, тоже несколько пристроено. Но там собачки небольшие, поэтому они, видимо, лучше расходятся. А большие собаки это бесполезно. Так. Ой, Людмила, извините, пожалуйста, Людмила, я заговорилась и не увидела. У меня как-то плохо, экран какой-то некачественный, что ли. Людмиле спасибо большое за донат. И Грете 10 евро. И Людмила 5000 прислала. Спасибо, девочки, вам огромное спасибо. Спасибо. Без вас вообще все встанет, и мы никого не спасем и не накормим. Да. Елена, я просто могу сказать, что вы или доверяете, потому что это мы спасение уже, можно сказать, ну, такое жертвенное, себя в жертву приносишь, это даже неправильно. Это неправильно, но такое служение с собакам. И вы еще понимаете, как у меня что-то так много мыслей, что я боюсь, что я забуду сейчас все, что я хотела сказать. Назовите Ирма в честь умнейшей собачки-поисковика. Ирма. Кого назвать Ирмой? У нас несколько собачек без имени. Мальта, это мы захотели назвать, чтобы она поехала на Мальту. И, может быть, жила на Мальте. Ирма у нас, да, Ирма у нас была. 2 Ирмы было. Одна Ирма у нас живет в Нидерландах. Угу.
передержки, нужны очень передержки. Нет, нет. Лариса, смотрите, пожалуйста, вот кто берет за деньги. Если бы... Нет, 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 вы не правы. Вот смотрите, если бы вот вы все подписчики взяли по одной собачке, хотя бы по одной собачке, их не 2 миллиона, а 200. Ну, раз мы с вами на этом канале, 200. Если бы вы взяли по одной собачке, но тогда бы мы могли хотя бы, ну, кормом обеспечить, да, а вы бы ухаживали за каждой собачкой. Вот тогда можно было бы сказать, что давайте за корм. Но когда у тебя на передержке 65 плюс своих 35 спасенных, на другой передержке 50 плюс своих 70 спасенных, то эта передержка превращается в ад. В каком плане? В плане труда. В плане своего титанического труда. Человек не живет. Это, я даже не знаю, как это назвать. Человек не имеет возможности ни поесть, ни поспать, ни помыться, ни побриться, я не знаю, ни сходить себя причесать, ни умыть. Даже вот это просто вот под градом течет и течет. Потому что это собачки, которые, они не по полочкам сидят и такие вот послушненькие. Они между собой делят палочку, дерутся, их надо разнять, их надо вокруг, даже вот сейчас вот едят они, да, они обязательно друг друга, это моя еда, нет, тут еще мясо мы стали, тут мясные штучки давать, а тут все уже, за мясо они готовы все. Это только смотри в оба, чтобы только друг друга не подрали за это мясо. Потому что когда кормишь чем-то не только сухим кормом, а вот еще что-то вкусное даешь им, ну это все, это трындец. Это разнести несколько ведер воды утром, вечером. Ты идешь, они на тебя кидаются, потому что они хотят погладушки, они тебя роняют. Ты головой об кирпичи падаешь, воду на себя проливаешь. Ты готова их вот всколошмятить. И они подрыли под фундамент дома, когда было жарко, и они искали холод. Они подрыли под фундамент эти лабиринты, и дом надкосился. Пришли мужики и сказали, если вы домкратом не поднимете вот эту сторону дома вот так, то у вас он вот при первых морозах надломится, и вы будете здесь жить уже не сможете. А чтобы вызвать этих мужиков с домкратом, это тоже надо заплатить денег. Это тоже стоит денег. И вот когда строили выгульник, вызвали еще каких-то мужиков с домкратом, и вот поднимали с таким большим трудом, а когда подняли, то обалдели. Под домом лабиринты как будто бы вот метро копали. Это просто под домом там глубоко, не видно было летом. Думали, что только вот они боковины прокопали. Оказывается, они вовнутрь там на глубину там 1,5 метра и вот такие витиеватые лабиринты. Но ведь это же дом рухнет. Тем более это дом, который там, потому что вот есть летний домик неотапливаемый, в котором живет вот она сама, да, хозяйка. И вот этот домик, двери уже не закрывалась дверь, а скоро зима наступает. Окна надкосились, рама надкосилась. Рама тоже не закрывается. Летом было душно, открывали раму, а сейчас она не открывается, не закрывается. Чтобы она закрывалась, надо выровнять дом. И вот несколько мужиков целый день корячились, чтобы выровнять вот это вот все. Вы понимаете, раньше, когда я могла и оплачивала за передержку, ведь почему нужно обязательно оплачивать? У всех представление, что вот квартира, и вот ты берешь на передержку животное, да?
Вот оно, ты выходишь гулять, вот ты кормишь, убираешь, мисочки расставляешь, там, если моча подтираешь, все. А вы представьте, умножьте это на 100. Вот если кажется, что это так просто, то тогда у меня возникает вопрос, тогда почему нет ни одного желающего взять хотя бы одно животное? А люди, эти несколько себя принесших в жертву, сделали это своей работой. Да, конечно, они, безусловно, любят животных, и у них есть свои животные, которых они сами содержат, сами лечат, но о тех животных, которые они взяли в качестве работы, помощи, они тогда могут пойти на работу. Они тогда мне скажут: нет, не надо, у нас есть профессия, мы заработаем, ты забери своих животных. А скажите, а куда я их заберу? Вот если не будет вот таких вот людей, такого самопожертвования, если не будет, да, служения этим собакам, это же точно так же, как в приютах работают рабочие. И тут они то же самое выбрали. А на эти деньги они также спасают других животных из того же Якутска, из местного отлова. Вот, и вы прекрасно это знаете, мы даже в роликах рассказывали, но мы просто... Я недавно только подумала, а почему бы не рассказать, какое они тоже геройство совершают каждый раз, когда им бросаются под машину собака, когда открываешь дверь, а тебе собака просто лезет к тебе в салон, только спаси ее. И спасают и старенькую, и с домодекозом, и понимают, что не пристроит, и надо в нее вложить денег, чтобы вылечить ее от этого домодекоза. И на эти деньги, которые берут они за животных, они на эти деньги кормят своих 70 спасенных собак. Вы поймите, если ты имеешь 110 собак, то ты не имеешь возможности ходить на работу. Вы сами прекрасно знаете, если ты одного щеночка оставишь дома, то неизвестно, в какой дом ты вернешься. Как минимум проводов у тебя не будет, обуви тоже. Поэтому обувь сразу вешаем на люстру, а провода все убираем. А когда 100 собак? Вот мы, когда имели возможность оплачивать передержки, сколько мы могли сделать? Мы купили одну бытовку, вторую бытовку, третью бытовку. Мы построили для Фрей прекрасную с верандой будку, где она лежит с эпилепсией. Отгородили ее территорию, потому что во время приступов ее подбегают собаки и начинают кусать, потому что собаки не понимают, что она тут прикидывается и почему у нее пена идет. И собаки в таких случаях обязательно кусают слабого, кусают погибающего. Это такой инстинкт. Поэтому пришлось отгородить. Усыпить не смогли, хотя советовали. Вот. И на эти деньги строилось и созидалось что-то для животных. Потом в эти бытовки, которые куплены, смастерили будки. Будки оббили также железом, потому что тот материал, который они, вот этот проем, вход туда, они сгрызают. Все, что деревянное, они сгрызают. Это обязательно. Покупалась солома, сено. Всегда что-то покупалось. Никогда на эти деньги не купилось что-то себе. Вот понимаете, вот даже вот какой-то булавки себе даже не было куплено. Все вкладывалось в собак. Когда оплачиваешь, она сама, например, наспасала много собак. У меня и одна, и вторая передержка. Они спасают собак. Это не бизнес, чтобы я вот вам объясняю. Это не бизнес. Это себя в жертву. Но, может быть, мы просто так сошлись, но, может быть, это такие просто мне попались вот люди, с которыми мы решили. Потому что, когда она начинала, она имела работу, имела квартиру, имела с ребенком нормальные, жили в порядке, в чистоте.
А потом, когда она стала обрастать уже своими собаками, у нее их было, по-моему, 14 в квартире, и постоянные жалобы соседей, то она говорит, ну а что делать? И тут подвернулась вот возможность взять в кредит, взять в рассрочку, взять у застройщика ипотеку, и сейчас это мзда, и сейчас это надо оплачивать. И она говорит, но только я смогу это все, Людмила, у меня только сейчас пришло, вот, Татьяна, у меня только сейчас высвечивается в окошке, что пришли, и Грета вот только сейчас 10 евро. А почему только сейчас? С каким-то опозданием. Что это такое? Я не понимаю. А вы меня, наверное, слышите секунда в секунду. Не знаю, может, у меня скорость где-то неправильно установлена. Ладно, потом разберусь. То есть, чтобы вы понимали, что это не бизнес, и деньги за это берутся. Сразу говорю, разберите у меня собак, ну хотя бы 100, разберите 100 собак. С другими 100 мне будет легче, а вы 100 разберите по одной. А кормом мы вас обеспечим. Если кто откажется от корма и скажет, не надо, я прокормлю одну, будет супер, здорово и огромное спасибо. А если у вас нет такой возможности, то кормом обеспечим, я сразу говорю. Но вы же видите, я много кричу, но никто, ни просто щеночка не берет, ни просто ушко, который жить было считанные там дни, недели, тоже никто не взял. Я и в роликах кричала, я и с телефона не слезала, я постоянно кричала, боже мой, уже 8:30, кричала, я и так, и сяк, но никто не откликается. Только задним числом мне говорят, жалко собачку. И все. А мне надо день в день. Спасение – это дело оперативное. Или ты промедлишь, и тогда не спасешь. Ну и погибнет тогда животное. Потом будешь жить с этим. Поверьте мне еще, вы знаете еще, что я вам скажу вот сейчас вот по поводу количества наших подписчиков на нашем канале. Очень часто задается вопрос, почему у вас не увеличивается количество подписчиков. Отвечаю, подписчики у нас, они есть новенькие, они растут, как бы в количественном плане, да, они увеличиваются, но у нас отписываются от нас. Я долго анализировала, и не каждый это даже, наверное, поймет или согласится, но потому что вы как бы не знаете, я не все показываю в роликах, и это понятно. Вы ведь сами пишете, отписаться, что ли, я уже устал жить на волокордине. Приходится на ночь, чтобы уснуть, пить волокордин, да? А понимаете, а ведь люди, они настолько сейчас живут в негативе, вот в этой нашей жуткой действительности, да? Мы так все устаем, у нас голова у всех трещит, ком в горле, мы не знаем, что нас ждет. И вот это вот все нагнетание, да, тут почитали, тут послушали, тут посмотрели, потом верить, не верить, это фейк, это не фейк. А в принципе, в целом мы все понимаем, что не фейк, и все это очень плохо. Все, что происходит, это все очень печально и грустно. И нам вот добавлять вот к этой информации еще грустные истории про собак, ну, вы сами согласитесь, ведь пожалеть можно, ну, раз, два, три, ну, месяц, второй, третий, а потом устаешь. А потом волосы дыбом встают, устаешь так, что, а лучше я отпишусь. И ведь вы даже сами говорите, нет, я, наверное, отпишусь. Вопрос, почему вы отписываетесь? Ну, почему? Я нахожусь в 6 лет в этой тяжелой теме. Я такой же человек, как и вы. Я только, наверное, до безобразия терпеливая. Терпеливая себе во вред. Нельзя так много терпеть. Все, с кем мы начинали в 2016 году, они все ушли. Ну, все ушли. Или они продолжают спасать, но штучно, точечно, берегут себя с разумом, взвешивают, осилю, не осилю.
с мозгами. То есть вот если спасать вот так вот, ну и что? Всех не спасешь и не спасают. Только точечно, только пушистого, милого, породистого, пристраиваемого. Если вот с таким подходом подходить, то да. И не показывать вам всех ужасов, и как будто бы их нет. Знаете, если вам не показывать, то вы будете верить, что их, этих ужасов, нет. А мы вам не показываем. И в то же время и меня прорывает, и я все равно вам говорю, вот этого сейчас покусает, вот этот сейчас замерзнет, а вот этот на двух лапках танцует, и его сейчас машина собьет, краснодарских, помните, я вам рассказывала? И я все равно вам рассказываю, как их жалко, вам показываю, и вы соглашаетесь. Только я вижу, что количество опять растет. И я вешаю себе на плечи вот этот вот груз, эту тяжбу. Грузом называется отсутствие финансовой возможности. Груз – это не собаки, а груз – это отсутствие финансовой возможности. Поэтому и отписываются. К чему я говорю? То есть как бы резюме какое? Почему у нас столько подписчиков не растет? На других каналах растет количество, да? А я вам скажу, потому что они блогеры. Они вам рассказывают и показывают то, что вам приятно слышать, то, что вам красиво смотреть. Какой красивый ролик, законченный ролик, как мне недавно одна женщина сказала. Взять все вот так, скомпоновать и в ролике показать про одну собачку. Вот она здесь, потом они поехали, потом приехали, потом тут подляночка случилась, тут обманули, тут подставили, ай-яй-яй, пожурили тут же по ходу людей. Потом, значит, все-таки хороший финал случился, и случился праздник. Праздник у собачки и праздник на канале. И вам это ведь понравилось. А я тоже так же хочу. А у меня бесконечно нуждающие, погибающие. А я имею ли право показывать этот праздник по одной собачке? Ну где это право? И то на втором канале. И вы знаете про этот канал. А кто не знает, посмотрите и подпишитесь на этот канал. И мы вам там показываем в одном ролике сразу про 5, 6, 7 счастливых пристройств. Потому что место в ролике бережем, экономим, чтобы показать как можно больше. Представляете, если у нас 6 собак пристроилось, то это значит 6 роликов надо показать. И растянуть вот это вот, знаете, такое тягомотное. Вот здесь были, вот сюда пошли, потом приехали, а потом уехали, а потом тут вот щечку полечили, а потом вот сюда пошли, а потом нам сказали приезжайте, а потом сказали нет, уезжайте. И вот если мы вот этот кошмар будем вам показывать, и все это про одну собачку, а когда же дойдет очередь показать вам про других-то собак? А мы хотим как можно больше показать. Вы знаете, мне кажется, что люди поменялись. Они способны усваивать минимум информации и за минимальное количество времени, минимальное количество собак, и все про одно и то же, Но вы представьте, что если мы будем про одну рассказывать, то что мы скажем другим собакам? До них просто не дойдет, в этом тысячелетии не дойдет очередь. Вот в последнем ролике я вам сказала, он не последний, а крайний, я вам сказала, что посмотрите, сколько у нас событий происходит только в одном ролике. Мы утром встречаем самолет, мы днем несемся встречать машину из Краснодара, мы развозим, я одни дела делаю, Роман другие дела делает, а потом
второй самолет, там уже он поехал из Казахстана встречать для передержки там собаку. С этими собаками он не доехал, потом вернулся в Домодедово, отвезли собаку с Паника в квартиру, где Крош. Там он надкусил проводок, поэтому пришлось его снова забрать, поехать в Домодедово. Потом из Домодедова снова поехали в область. Мы кошек уже развезли к ночи, в час ночи. А в час ночи приехали, а там, ну, такой как бы шум для наших кошек, мягко говоря, ну, не совсем подходящий там. Я извиняюсь, Елена, это просто упустим, да, ну, немножко другие хотела бы разместить в другой обстановке кошек. И в час ночи забираем назад этих кошек и уже просто практически плачем. Где разместить? Я говорю, тогда все, просто падаем наотмашь, засыпаем, пускай хоть в машине как-то засыпаем, а с утра в 6-7 утра снова по коням и продолжаем развозить. Вот это все, вот я не могу показать это все в ролике, хотя я показала много действий. У нас канал другого формата. Я смотрю, что мне начинают приводить в пример другие каналы. У них другая обстановка. На других каналах не вывозят из горячих точек, из тяжелых регионов. Не вывозят. Попробовали? Слились. Не вынесли. И там их не приняли. Сколько можно об этом говорить и приводить мне в пример другие каналы? Не надо. У нас тяжеленная, у нас не блогерская работа, у нас спасение, конкретно спасение. Если кто-то не понял, то я очень сожалею и сочувствую, что не поняли. У нас другого формата ролик, поэтому от нас отписываются. Люди слабые у нас. Не выдерживают тяжелой информации, не выдерживают в таком количестве информации. А мне одной приходится из-за руководителя, из-за бухгалтера, из-за менеджеров, из-за крупотасов, из-за уборщиков. Мне все приходится это держать под контролем. И все в Москве здесь, чтобы под контролем, и чтобы в Якутске тоже все под контролем. Сегодня спасала, ведь, понимаете, я вам не рассказываю, а в будни еще погнали, Марина, спасибо тебе большое, погнали за этим котом, за рыжим, которого выкинули домашнего красавца в подъезд, и он плачет и плачет. И неделю сидит, и никто его не забирает. Почему? Во всем районе, ну почему? Большой мегаполисный район. Марина отложила все дела свои, в сервис не поехала, машину не сдала на техосмотр, потому что в пробках простояла, но кота мне привезла, которому надо сейчас сдать анализы, на которого тоже пока еще руки не дошли и нет денег на эти все анализы. Ой, какой-то кошмар просто. А сегодня щенков, которых я тоже взялась спасать в Якутске, если бы я только вот упустила момент, их бы посадили на передержку, где был недавно энтерит. Это просто бег по кругу. Потому что кто-то не знает, что такое энтерит. Потому что не знает, что энтерит – это для щенков смерть. И там мне надо и в Москве все держать под контролем, и в Якутске держать под контролем. И чтобы еще видосики были хорошенькие, и чтобы ролики были смотрибельные, и чтобы они имели законченный вид, и чтобы не было перегрузки информации в роликах. Господи, ты где? Чтобы не перегрузить информации и чтобы не показать ничего грустного и печального. Но по умолчанию мы понимаем, что это где-то есть. Но если не показали, то вроде бы как бы и нет. Не знаю. Вот, знаете, вроде много и хороших слов я слышу, но много и еще и нареканий, и советов. А тут еще сегодня я, знаете, ко всему плюсам я читаю. А вы могли бы сделать отчет? Могла бы. Я все могу. Я на планете могу все. Вы знаете, страна будет спать по ночам, а я ночью буду делать отчет, чтобы утром встать и снова бежать.
И тогда к вам, говорит, будет больше доверия. А я думала, что доверие все-таки у нас строится из того, что по результатам работы проделанной показать. При этом не получить поддержки, не получить руками и ногами поддержки, не получить помощи. И только попробуй что-то, оступись и сделай не так, тебя осудят, освистают и научат тебя жить. И ты при этом на этой планете бегаешь до часу, до 2 ночи порой. С водителем. Вот с водителем. Вот спасибо ему. Еще только бы он, если бы еще бесплатно тоже бы и бегал. Но это вообще был бы какой-то кошмар. Передержки. Передержки не могут быть неоплаченными. Друзья мои, если вы хотите, чтобы передержки были неоплаченными, то я вам хочу сказать, давайте вы будете передержками, возьмите по одному хвостику, возьмите, пожалуйста, откликайтесь. Вы окажете большую помощь, услугу большую, тогда мы с вами вместе спасем, если вы будете выступать этими передержками. А ведь я только прошу и с протянутой рукой, как на паперти, только постоянно прошу. Или, в конце концов, тогда мы останавливаемся и заканчиваем. И не надо на меня обижаться, как обижаются. Вот вы в Якутске были островком надежды для якутят, а сейчас вы не островок надежды. И я об этом и говорю, и кричу, и вот так колбасой летаю сама по планете, да? Но мне поддержка нужна. А осуждать, не торопитесь осуждать, а лучше поймите. Если вы один раз окунетесь и посмотрите, вот сейчас большая проблема с потолком, потому что наверху, на 2 этаже, тоже собаки. И все это, если не ремонтировать, то это все просто рухнет. Это надо постоянно ремонтировать. И раньше это все ремонтировалось из денег за оплату передержек. А как я перестала оплачивать, рушится дом. Вот подняли домкратом один домишко летний, неотапливаемый. Туда не проведена ни канализация, ни вода, ни свет только. Веревку протянули и свет только, чтобы этот самый радиатор включить, чтобы не околеть зимой, ночью. Вот в таких условиях в полевых живет сама передержка. А второй большой дом уже прогнил потолок. И сейчас стоит вопрос. Я просто... Я заикаюсь. Я говорю, а как? А вот так. Потому что если бы ты платила, я бы тебе даже не сказала. А сейчас, если потолок рухнет, то рухнет на собак. Его надо поднимать, и надо все там менять. И надо менять утеплитель вот этот вот, который конденсат, там, фигасат, там чего-то наговорила она, который уже был не рассчитан, что тут будут жить животные. Да, понимаю. Иди сюда, малыш. Иди, я тебе покажу. Сейчас. Иди, мой зайчик. Сейчас я вам покажу, кого на неделе я спасла. Вот он. Ну все, давай, не дергайся. Вот он сидел в подъезде, домашний котик, красивый, длинношерстный. Может быть, кому-нибудь надо. Ну, малышек, ну, пожалуйста. Иди, мой хаосий. Ты хаосий. Да ладно тебе. Вот в микрофон скажи что-нибудь людям. Скажи, что ты хочешь в семью. Молодец. Молодец. Вот его спасла. Ну, не надо, пожалуйста. Худющий, как скелет. Вот, длинный худющий скелет. Вот пытаюсь откормить. Вот здесь хребет просто. Ну, все. Я тебе куры... Ой, я тебе забыла таблетку. Ну, ладно. Вот его еще спасла. Я не рассказываю обо всех, кого я спасаю. Но их так много. Так, ладно. Что-то я прям разошлась. Ради бога, извините. Смотрите. Знаете, я что хотела вам еще сказать. Давайте будете... Лариса Карпенко, пожалуйста, напишите мне. Это для вас. Напишите мне на WhatsApp. Ваш телефончик просто нужен будет. И еще знаете, что я хотела вам сказать? Но когда их столько, это работа. Конечно, когда 1-2 собачки, это в удовольствие.
Я, кстати, когда у меня было 70 собак, мне было очень тяжело. Я все-таки первые годы ко всему только приспосабливалась, приноравливалась, мне было 70, но я хотя бы успевала какие-то отчеты делать. Сейчас я не то, что отчеты, я сейчас не помню даже, я ела сегодня или не ела, я не помню, пила я воду сегодня на неделе или когда, я вообще себя не помню, как меня зовут даже. Друзья, знаете, у меня женщина обратилась из Екатеринбурга, если кто-то знает, Москва-Питер, скорее всего, кто сталкивался с ортопедической обувью для собак. Лабрику нужно. Ортопедическая обувь, деформация подушечек. Если такой знаете магазин или фирму, собачьи, естественно, да, то подскажите, напишите, потому что иногда неожиданно просто приходят ответы и советы, а меня просила женщина узнать. И я так долго эту подсказку держала на холодильнике и забывала у вас спросить, задать вам этот вопрос. Поэтому, если кто-то знает, напишите, пожалуйста. Ортопедическая обувь для больших собак с деформацией подушечек. Если напишите или знаете, где это купить, приобрести или заказать, то мы ей подскажем. Я ей позвоню, телефончик у меня есть. Так, трехлапик Юта сейчас у вас. Трехлапик Юта. А почему? Какой трехлапик Юта? Трехлапик Юта. Нет, у нас есть только нет, вы что, Вики у нас есть, да? Вики есть у нас и... вы Юта пишете. Рута. Наверное, вы имеете в виду Рута, да? У нас Рута есть. Желтая собачка, рыженькая. Рута, да, у нас есть на передержке она. Трехлапая собачка. Хорошая собачка, дружит со всеми. Хотя первая передержка сказала, что нет, а у нее тогда щенки были. Сейчас она стерилизованная, нет, все нормально, она на передержке. Не Юта, ее Рута зовут. Вот. У меня много вопросов, поэтому и прошу откликнуться и выйти со мной на контакт. У нее очень много работы. А выйти, Лариса, с кем выйти на контакт с вами? Телефончик ваш где, скажите, пожалуйста, чтобы выйти на контакт. 10 евро от Ники, спасибо большое. Пришли они или нет? Татьяна, скажите, пожалуйста, пришли у нас от Ники 10 евро. Мы посмотрим тогда. Или Татьяна сейчас напишет. Есть счастливые имена. Машка для кошек. Так, счастливые имена Машек. У нас, по-моему, Машек и вообще немыслимо много. Машка Краса, Маруся, Манечка. У нас много Машек. У нас, представляете, среди 200 собак очень много разных имен. И хотелось бы, чтобы они не повторялись. Поэтому мы вот уже называли вот недавних. Видите как? Тучка, Ночка. Уже скоро будем называть елка, палка, лес густой. Уже все клички у нас использованы, каких только нет. Всем передержкам низкий поклон до земли. Это труженики. С утра до ночи. Главное, у них нет выходных. Нету. Знаете, по 2 ведра собирать... Красивое слово какое у нас, фекалий, да, там утром 2 ведра вечером, а потом все в мешки, а потом все надо развести, увезти на ту мусорку, где тебя не оштрафуют. Это все очень-очень тяжелая работа. Да, тяжелая очень работа. Они тоже, поверьте мне, это люди с образованием и с высшим образованием. Нельзя сказать, что на кого учился, там и пригодился. Нет, это люди с высшим образованием. И они вполне могут закрыться и сказать, ну, что теперь делать? Времена поменялись, пойду работать там и на жизнь себе заработаю. А когда я вообще буду не оплачивать, а только оплачивать корм, а они-то что будут делать? Скажет, забирай собак, мы закрываемся. Ой, нужно конкретной собачке писать и в чат по ней тоже.
добавлялись по возможности. Помогаю еженедельно. Всем, друзья, спасибо большое, что вы помогаете. Я вижу, что вы помогаете. Никто... Ну, к сожалению, вот 21 тысяча, но не все, нет, не все, конечно, помогают. Вообще, мне кажется, что 200-300 человек, наверное, помогают. И все, может на нужды конкретной собачки писать в чат. Так, но куратором не смогу, боюсь подвести. Ну, прекрасно, хотя бы то, что вы помните и помогаете ежемесячно там, да, еженедельно, ежемесячно, это все тоже идет собачкам, безусловно, конечно, а иначе бы мы бы никак и не выжили. Так, мне всегда было интересно посмотреть на этих самоотверженных людей. А покажите передержки, я понимаю так, что показать передержки собак показать или людей показать. Наверное, да, я бы с удовольствием. Но они всегда не в лучшей форме. Потому что они, наверное, они люди, мне кажется, стеснительные. Ну, сейчас просто вот я бы их показала, если бы они у меня рядом здесь были, но они ж не у меня. А стрим я не могу провести на передержке, потому что там даже интернет не ловит. Да и собаки не позволят даже открыть компьютер. Они мне телефон-то из рук вышибали, когда 10 собак на мне повисли. Ростом с меня. Никогда. Да, кто не имеет животных своих и на кураторстве, тот никогда не поймет чего, какой вы делаете. Да, который не поймет. Не поймет, нет. Потому что все судят только по той возможности, которая у них перед глазами. Вот собачки, вот их покормить, вот их вывести. А что, трудно, что ли? А многие так и рассуждают. А что сложного-то? Вывели, накормили, убрали. Ну и что, понагибались, и ничего страшного. Это вот не так. Это не так происходит. У меня передержки, они все в синяках ходят. Все в синяках. А недавно передержка мне вообще, когда поднимали домкратом дом, и крыльцо пришлось отсоединить от дома, чтобы поднять этот дом, съеденный снизу с собаками. А сама Наташка была в доме. И когда мужики это все отсоединили, они только закричали «Стой!», а она уже шагнула в пространство, и она озимь упала на кирпичи, на песок, на все это. А она что-то выносила, может быть, там, я не знаю, стамеску, молоток или чашку, воду, я не знаю, что выносила, и она упала озимь. Она вся в синяках. Это просто, знаете, не знаю. А потом за мясом поехала. И она просто вот, она даже говорить уже ничего не может и не хочет. И за все она еще и ничего не получает. А еще ребенка имеет. Ну ладно. Есть она не любит, пускай Святым Духом питается. И падает вся в синяках. Да нет, знаете, я вам скажу, что вот хоть говорят, что да, мы понимаем. Вы знаете, нет, я скажу честно, я даже вот по вопросам, по тем советам, которые дают, там, знаете, обучают, что-то советуют, я вижу, как они далеки от того, что есть на самом деле. Далеки, потому что я вот сама, когда воочию не приехала, вот я ездила на фотосессию, у меня вся одежда мокрая была. Не от дождя, нет, от пота. А они так каждый день. Я вот посмотрела этот адский труд. Да еще жара такая была, и это все со всех пот градом льется. А они лают, то им там попробуй задержи выгул,
Потому что если положено выгуливать на меня полпятого, то ты не имеешь права вывести меня там на 10 минут позже. Я буду лаять, соседи будут ругаться. Ой, это бесконечно просто. Еда по расписанию, не вздумай задержаться. А это же все это все шумно, это же не точечные собаки, а это целая стая, и они лают. А это все шум, понимаете? Это все дискомфорт для окружающего мира. И надо успеть все вовремя, чтобы упредить этот лай, и чтобы не было шумно в деревне. Поэтому попробуй, задержись, служишь и служишь этим собакам, чтобы только им угодить, чтобы только им все понравилось, чтобы только они не лаяли и не покусали друг друга. Так, для меня подозреваю, что мой вопрос не так поняли. У меня собака всегда любила животных и помогаю, чем могу. И понимаю, как тяжело. Да нет, я поняла. Вы просто, вы меня не поняли, что очень тяжело, так много собак. Я понимаю, что вы круг обязанностей понимаете, но умноженное на 100, знаете, это сумасшествие. Я вот не знаю, я вот когда летом побывала, и как раз когда был выгул, и они вылетели этой самой толпой, да, у меня челюсть отвисла. У меня у самой челюсть отвисла, и я только проговорила: и это все мои. И они на тебя прыгают, и ты вот так телефон кверху поднимаешь, потому что они сейчас вышибут у тебя из рук этот телефон. В общем, так. Частые ролики иногда у некоторых людей вызывают обратное мнение. Люди начинают подозревать, что такая горячка для выкачивания денег. И в кое было уже на канале Новосибирска. Дари добро. Ой, да вы знаете, не знаю, двоякое такое мнение. То ли надо чаще делать ролики, как вы же там советовали, да, летом. Кто-то говорит, надо реже делать, а когда реже делаешь, то о тебе забывают. А кто-то говорит, ну мы вас ждали, а вы вот уже там 4 дня не делаете ролики. Я понимаю, что из-за отсутствия времени, поэтому 4 дня это вроде как уже много считается, большое время, если долго не выходить в эфир, то есть называется, с роликами. Лекарства. Да нет, там люди, которые волкардин пьют, они вроде и так помогают, но я просто понимаю, что им тяжело. Это люди же все равно в возрасте, с давлением, гипертоники. Им тяжело смотреть, да, эти тяжелые ролики, потому что не ролик, то все какой-то кошмар. И рука вроде тянется, да, посмотреть новый ролик, но понимаешь, что сейчас там опять будет вся тяжелая тема. А хорошая тема у нас на втором канале. Кто не может смотреть наш основной канал, я вас приглашаю, но там мы делаем реже ролики, потому что вроде как о пристроенных всегда успеем рассказать. А вот спасти нуждающихся мы можем не успеть, если мы задержим, если мы не оплатим перелет, если мы еще что-то не сделаем. Поэтому мы стараемся, знаете, как стахановцы, быстрее гнать, торопиться. Поэтому, да, конечно, наш канал не такой красочный, как у других. Осталось именно... поэтому вы остались именно у нас. Ага, подписаны на многих, но помогаю реально только вам. Настя, спасибо, да, у нас не показушничество, поэтому я вот и повторюсь только, да, поэтому если нам надо было бы красиво снять и вас так привлечь, а людей очень много, вот там, да, много, там, где красиво снимают, и даже из ваших денег вызовут оператора, и за ваши денежки снимут вам красиво и фильм покажут, то, да, конечно, это приятно смотрится, и так красивенько, тоже спасение, тоже это просто другой вид спасения, понимаете, с красотой, и чтобы вас было много, и чтобы вы прибавлялись, и хотели смотреть, и денежки присылали, но спасение в больших количествах,
в больших, и это даже слепой может только не увидеть, происходит именно на нашем канале. Уж извините, пожалуйста, но я скажу вам правду. Это действительно. Я не видела. Я много могу тоже сказать, но я не имею права там высказываться о других каналах. Мне нет до них дела. Каждый имеет свое право, как вести, так вести канал. Если спасают одну собачку, то они и говорят, и говорят, и говорят. Одну собачку, одну собачку. А я спасаю там 20, про 5-7 расскажу, про других не успею, а пройдут еще 2 недели, там еще спасала, но это, так все годы идет, так все годы шло и было, с небольшой паузой на лето, вот и все. Вот и набрала поэтому. У нас реально, почему люди не видят? Почему люди не видят, не могут отделить? Вы знаете, я иногда смотрю и думаю, как бы я вот назвала народ, публику, почему они так ведутся? Почему на это ведутся, а вот здесь, где реально, нет? А вы знаете, подходит такое выражение: обманываться рад. Вот не могу. Каждый волен думать, как думает, и кто как может думает. Нравится обманываться и нравится красота. Если нравится красивый фильм, можно посмотреть художественный фильм, в конце концов. Художественный фильм вообще снят профессионалами, да, режиссерами. Можно же всегда сходить в кинотеатр, включить красивый, там, не знаю, даже про животных. Тоже ведь, да, есть, наверное, канал. Я сейчас не знаю, есть он или нет, но тоже красивые про животных в Африке. Тоже все красиво снято, все замечательно. Можно там посмотреть. У нас спасение, опять-таки акцент я делаю, у нас спасение. Поэтому, извините, в спасении не может быть красоты. Красота может быть в пристройстве. А когда мы спасаем, то там боль, нервы, надрыв. И уж извините, мало красоты, что есть. Поэтому не знаю, почему люди хотят отписываться. Наверное, просто слабые люди. Слабые люди. Не знаю, как сказать еще, чтобы не обидеть. Так. По спасению якутят много времени и вопросов по регулированию, чтобы их привезти в Москву. И потом поэтому. Да, очень рада нашему знакомству. Спасибо, Лариса, спасибо. Мы можем помочь тем, кто несет этот тяжелый труд. Реально, только вам. Отважные люди, как вы сами выживаете. Да, хорошее слово, что выживаете. Вот именно не живем, а выживаем. Хотя сейчас такое время, что да, надо вроде как-то о себе подумать, о своих, о близких. Ценности уже другие, да, у нас все к этому идет. Все переосмысливаем, а как вот их бросишь, как вот они? Они есть, они тоже хотят. Всегда извиняюсь за тех, кого не спасу, и которые погибнут. А они погибнут. Вот. Советы давать. Нет, но сегодняшний комментарий меня просто удивил, удивило. Я хочу сказать, друзья, если кто готов, если вот кто-то, вот я всегда говорю, я и в семье всегда всем говорила, если кому-то что-то, в ком-то, кто-то не нравится, да, подключайтесь, участвуйте, делайте, помогайте, но только не советом, а делом. Я всегда и часто говорю, помощь нужна руками и ногами. И если не нравится, что где-то здесь грязно, берешь тряпку, моешь, да? Если не нравится, что что-то не успевает там на том-то канале, тот человек, кто руководит, подключайся, позвони мне и скажи, давайте я вам помогу. Кто хочет стать бухгалтером, пожалуйста, давайте, беритесь за бухгалтерию. Давайте сядем, не знаю только в каком месте мы можем сесть. Мы можем сесть в экспрессе, в автобусе, где-то сесть, потому что меня можно застать где-то на коленке. Только вот я могу писать на коленке где-нибудь.
Ну, давайте найдем место. Не могу сказать, что я могу сесть в кафе, и мы с вами можем мирно пообщаться спокойно, да, потому что у меня нет на это времени. Всегда куда-то несусь и всегда пыхчу вот это. Даже аудио иногда приходится вот так вот говорить. А меня критикуют и говорят, нет, отдышись. А в другом состоянии я редко бываю. А если я прихожу уставшей, то я уже говорю вот таким голосом. Вроде я все, как будто пьяная. А я не пьяная, я уставшая. Умирающий лебедь меня называют. Ну, потому что, да, я устала. Потому что гадости говорили про Лару. Хочется многим помочь, но пока не могу, помогаю только. Гадости говорят только те, которые хотят на фоне трудоголика и реально спасающего человека показать, что я тоже сам Сусам. Ты не одна такая, я вот тоже спасаю. На самом деле, те, которые спасают, им даже некогда времени рассказывать и поливать кого-то грязью. Идите на другие каналы. Да, кто еще не доверяет, или идите на другие каналы, где вам в уши пропоют и красивенько покажут. Так? Или другой способ, подключайтесь и помогайте. Я никогда от помощи не откажусь. Ну вот и все. Способы всегда есть. А критиковать, не доверять, подозревать, обзывать, ну это удел таких убогих. Так. Что при таком климате быть бездомным — смерть. Ну, впереди зима. Даже говорить боюсь. Конечно, суть, главная суть нужна. Подписана на пару-тройку других, но помогаю. Вам, Лариса, за ваш труд. А боже, кот какой красивый. Да, кот вообще шикарный. Вот откормить это вообще будет. Но мне надо ему сдать анализы, потому что мой рыжий кот, хозяин, он его лупасит. Ну, он всех лупасит, естественно, поэтому вот спрятались, двери закрыли, сейчас с ним сидим. А ты куда делся-то? Он на шкафы туда, на потолок залезает. Прячется от... Я тоже считаю, что у нас канал особенный. Я даже не могу сказать, я не потому что это нет, не самореклама, это все наглядно видно, но сравнивать нас с другими каналами, я считаю, что не стоит. Других я называю просто блогерами. Дань моде. Сейчас же у нас все со школьной скамьи, все блогеры. А я себя, знаете, называю, а мы МЧС. Вот именно, да, вот потому что мы должны оперативно принимать решения, быстро принимать, не раскачиваться и быстро действовать. А красота, она подождет. Когда пристроим, то покажем вам на красивом диване, как красиво лежит наша собачка. Вот это красота. Когда работаешь, то ты вся в поту и во всем неприличном. Елена, спасибо за комплимент. Что-то я зачиталась тут вопрос. А Эльмира, вы, видимо, у нас новенькая, да? Ну, хорошо, что вы к нам присоединились, потому что в наших предыдущих роликах я уже рассказывала, как все это началось в 2016 году. Поэтому я боюсь, что задержу внимание всех наших подписчиков, и уже времени много прошло. Хотели, знаете, в часик уложиться. Можно я вам посоветую просто зайти на наш первый стрим? Он у нас есть вот в роликах, в списке роликов у нас есть там первый стрим. И не поленитесь, пожалуйста, посмотрите, там я все рассказывала
просто внимание, время у людей не хотела бы отнимать, потому что это уже идет повторение. Там все рассказано про 16-й год, как я оказалась в этом кошмаре, в этой тяжелой теме. И как все вообще, вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. Это были у меня такие посты безумные, это было все на Фейсбуке. В Ютубе мы только 2 года. 2 года будет 2 декабря, когда мы зарегистрировали свой канал, я еще раз повторю, свой канал, наш канал, именно якутской теме посвященный, не украденный ни у кого, это невозможно сделать, это даже юридически даже никак не сделаешь. Наш канал зарегистрированный 2 декабря 2 года назад, а ранее я была на Фейсбуке, и еще мне в Инстаграме помогали девочки тоже вести. Боже мой, у меня код только сейчас высветился. Какой-то тормознутый компьютер, что ли, или программа. Надеюсь, не подведу вас никогда. Ой, спасибо, пожалуйста, не подводите нас. Не подводите, пожалуйста, рыженькой собачки. Скажите про здоровье сбитой машины рыженькой собачки. Идет на поправку. Ну, сбитую собачку на поправку сложно сказать, что она может пойти. Ножки-то все равно никак не восстановятся ее. А других-то проблем у нее нет. Уйти мысль отой. Поэтому ножки ей не вернуть. На поправку она на передержке. На передержке она общается с куратором, там куратор под руководством куратора, там ее отжимают, но вроде она повеселее стала. Увидела, что люди вокруг нее заботливые, поэтому, да, вот. И вы, куратор, да, пожалуйста, Вита, не подводите, будьте с нами, оставайтесь. Ролики правильные, емкие, несмотря на краткость. Удобно смотреть по времени, информативные, по делу. Ничего менять не нужно. Спасибо вам. Елена, спасибо большое. Вот все бы так смотрели и оценивали, что да, действительно, хотим в маленьком формате. К сожалению, даже когда мы делаем ролик 15 минут, он у нас никак не загружается на YouTube. Понимаете, Татьяна вот говорит мне, уже говорит, слово-то какое-то, господи, не выговорю даже. В общем, загружается долго, если 15 минут, поэтому больше, чем 10-11 минут стараемся не делать. Но хотим показать массу дел, которыми проживаем за эти 3 дня, которые от ролика к ролику у нас протекают. Вот. Ставили лайки, имела в виду объемные по информации. Да, конечно, я тоже, да, объемные по информации. Хочется вам показать и это, и это, и это. И встретили, и проводили, и закинули туда, и с врачом. Нет, с врачом я еще не поговорила, мне надо с хирургом поговорить. И фотографии надо для ручек найти от января, это тоже целая процедура. Мне некогда искать. Не забываем ставить лайки. Дай Бог здоровья, терпения Наташе, но она по-другому не может. Я боюсь, что она сорвется, и вообще просто скоро нельзя так человека доводить. Мне теперь надо думать, что мне делать с потолком. Бесконечно, ни минуты покоя. Если выпускать редкие ролики, можно быстро потерять подписчиков. Конечно, Тамар, конечно, да, поэтому редко тоже нельзя. Екатеринбурге протезы и все для животных с проблемами такими. Многие туда обращаются. Так. Ой, сейчас у меня пропадет эта самая информация. Ну-ка, давайте-ка я запишу. Это что за фирма? А это что это? Светлана, вы тут написали в Екатеринбурге, да, они хотя бы даже готовы в Москве и заказать, допустим, и в Питере. Орт, и дальше, Ортдок, господи, что я тут это самое. А это что, какая-то фирма, компания, магазин в Екатеринбурге? В интернете должны забить они, да? Протезы и все для животных. Многие туда обращаются. Ну хорошо.
Светлана Долгова. А как туда с ними? Ну, тоже в интернете, наверное, да, я так понимаю, найти надо. Больше никаких же нет координат, где еще это можно найти. А вдруг там нет, кроме протезов, ничего, поэтому... Если ролики выходят редко, у вас невероятный объем работ, как удается пересылать собак из Якутска, просто уговаривайте случайных незнакомых пассажиров. Но, понимаете, не совсем ну, случайных, не случайных, ну, во-первых, везде там в местных чатах идут объявления, а во-вторых, у знакомых знакомый, там сарафанное радио работает, и все, в принципе, знают, ну, пассажиры тоже иногда просто подрабатывают. Это такая, знаете, закрытая тоже тема. Ну, подрабатывают пассажиры. Потому что там же местное население, они не любят животных, не хотят связываться, не хотят помогать. Приходится заинтересовывать денежкой. Ну, пожалуйста, еще здесь тоже приходится платить. По-другому они не соглашаются. Кто-то категорично говорит нет. А бронировать места надо не день в день. Вот так прийти в аэропорт, привезти собак, переноски, вот это все объемное тут, да, по дороге они тебе обкакаются, там ты весь извозишься, а потом еще бегать среди пассажиров, искать, кланяться, лезгинку танцевать, просить, умолять, а тебе потом вот так вот еще ручкой помашет и сказать нет. Поэтому надо заранее бронировать, чтобы они в компьютер внесли данные на такого-то пассажира, а этого пассажира надо знать заранее и на его билет бронировать. Но это тоже, это целая большая процедура. Пассажиры это всегда большая проблема. Поэтому всегда ждем, иногда по 2-3 недели у нас нет пассажиров. А иногда, знаете, прямо один за другим идут. Один за другим, а денег, например, там на один только самолет. А у тебя тут на носу завтра второй. А ты пока бегаешь по самолетам, ты не успеваешь ролик выпустить, чтобы еще и на второй денег хватило. Господи, в общем, кошмар. Ни в коем случае отписываться. Жаль только, что не всегда получается помочь. Ищут, еще и приплачивать приходится. Пассажиров ищут и еще им приплачивать приходится. Да, конечно, только так. Раньше, еще в 17-м году они были. А потом что-то они так взъелись на собак, вообще ненавидят всеми фибрами. Ни в какую. По поводу переосмысления, как раз вам нечего переосмыслить. Нет, всегда есть. Всем людям есть о чем переосмысливать. Всегда есть. И я нахожу, конечно. Нет. Будущее планеты только за теми, кто способен думать, помогать другим. Так хочется послать далеко-далеко этих комфорта любящих людишек. Да я, по-моему, их давно послала. Я их просто не понимаю. Я на них как на инопланетян смотрю. Откуда они взялись? Для меня они вообще кошмар. Так хочется так послать. Вы красивы. Как могу вам, помогаю финансово, делаю репосты. Елена, спасибо. Как сейчас выводят деньги с YouTube канала? Что-то говорили об этом. Ну, сейчас, знаете, как с YouTube у нас получилось вывести. Если вот смотрите там, где VPN, вы если подключаете, то смотрите, какие-то денежки капают, но мы выводим крайне редко. И получилось, недавно вывели, сейчас как бы не соврать, 200, по-моему, долларов, что ли, вывели. 200 или 300, 270, по-моему, ну что-то такое. То есть не 1000, нет, 200 или около 300 долларов или евро вывели. Да, конечно, мы их присоединили к спасению, там самолеты, по-моему, были, или корм, или куда-то, в общем, присоединили к собачьим нуждам. Администратор выводила какими-то там сложными дорогами, путями. Вот, хвостиков в Якутии. Есть какие-то данные по хвостикам в Якутии, сокращается их число?
О, их число сокращается. Нет, нет, ни в коем случае. Размножают питомники, молодцы, шпарят там, зарабатывают деньги. И всех уверяют, что у них хорошие продажи, хорошим семьям продают. А семьи покупают и выкидывают. И они плодятся и плодятся. Вот. Анжелика, привет. Ну, появись хоть в WhatsApp из Дюссельдорфа. Привет, привет, моя хорошая. Ну, появись на WhatsApp. Я вся как загнанная лошадь, я не успеваю даже тебе не написать ничего. Помню тебя, всегда помню и всегда хочу. И про Леонардо тоже хочу узнать, как у него. Помню в августе, что он хотел сделать, поэтому где он и что. Напиши, не для эфира, тут у нас с тобой. Вот. К Анжелике я ездила в гости когда-то в 2012 году. Ой, какое время было хорошее, Анжелика. Вспоминаю, я даже не знаю. Жалко, что это, наверное, уже не повторится. Как быстро действую. Да. Я действую быстрее, чем даже говорю. Вот это. Ну, у меня свои, понимаете, свои наработки, свои способы. Я поэтому должна быть уверена, что я спасаю. Если я спасаю, значит, я спасу. А так, чтобы я сказала, а потом вдруг я не спасу, то вы меня там же и с потрохами сожрете. Тут за ушко-то не знала, как вообще вам сказать, потому что язык не поворачивался. Как будто бы, вот знаете, себя чувствовала виноватой, хотя я ни в чем не виновата. Я ее спасла, поэтому она должна была жить. А это вообще, это мой принцип. Я должна была, я должна, но я не бог, я не могу. Врачи-то бессильные. Одного желания и вот этого жертвоприношения недостаточно. Ортодок, это как раз филиал московский, да? Ортодок, это надо забить тогда в этом самом, где делают протезы. Но им же не протезы, им обувь нужна. Это, понимаю, так башмачки нужны, чтобы одеть на подушечке лабрадорика. В интернете, ага, надо прийти к животным, они смотрят, замеряют и все делают, да? Луначарского, 42, Екатеринбург. Ничего себе. А что же они почему не знают? Может быть, она смотрит, а может не смотрит, но почему-то она мне больше не напоминала. Может, они нашли Луначарского 42. 42. Екатеринбург. Предприятие, где делают протезы. Кому нужна помощь? Добрый вечер, Юлия. Кстати, в Иркутске собак тоже. Вот мы, помните, в мае отправляли 2 собак, рыжую и черную. Созванивалась, некогда о них даже говорить, но они живы, они прекрасно себя чувствуют. И с Ириной мы общались. Вот, с Ириной общались, с хозяйкой. Ну, то есть нормально все. Вот, да, друзья, кстати, вот этих собак, которых мы из Ярославля, в Ярославль к Надежде привезли, помните, Надежда, прекрасная женщина-то, которая встретила, господи, как я много болтаю, то самое, ну, просто ей очень-очень, не знаю, как-то помочь хотелось бы ей, потому что она не смогла своими женскими руками построить им будочки. А хотелось бы, потому что она на работе, и собаки дома писают, понимаете? И я как-то вот об этом запечалилась. Мне очень хотелось бы, чтобы она все-таки построила будочки, там где-то у нее за домом есть такая ниша, и они могли бы вполне там, в этих будочках, ну, хоть какую-то часть времени жить,
и солому бы там настелили, и ну, чтобы хотя бы дом не привела она в этот самый, в халупу, в такую разруху. Но она не смогла, я не знаю, где в Ярославле, может быть, кто-нибудь найдет в Ярославле, Ярославская область, если кто найдет в интернете мастеров, которые смастерят будки недорогие, может быть, как-то я попробовала бы выкроить какие-то денежки, может быть, у вас бы попросил на недорогие будки, чтобы смастерить, ну, хотя бы там 2-3 будочки им построить. Там вот эти две, которые на малинуашке похожи, они такие статные. Но она, видимо, мягкая женщина, она не может их научить или часто приучить к выгулу. Они гуляют, а домой заходят и писают. И мне как-то, я ей звонила тоже, она такая какая-то немножко печальная была и не жалуется, но я вижу, что ей тяжело. Я ей там посылала как-то вот 2000 тоже на еду какую-то, хоть немножечко. Если есть у кого возможность послать ей хоть хотя бы какие-то 500 рублей или 1000, то пошлите, пожалуйста, я вам карту могла бы прислать ее. Если можете, поддержите ее. Она добрая женщина, у нее порядка 20 кошек и 4 краснодарские собаки и 3 свои, итого 7 собак. Но она не жалуется, но ей плохо. Но она взяла, она спасла. Нам хорошо было, что она спасла. Я понимаю, что нам хорошо, конечно. Супер. Ну а что? Ой, таким людям надо помогать. Если бы у нее есть земля, у нее еще можно было бы ей. Она говорит, я бы не против была бы, если бы у меня было где их разместить, будки хотя бы какие-то. Некому во всей деревне, мужик там один объявил, одна будка 15 тысяч. Она говорит, ну нет, у меня зарплата, говорит, только 15 тысяч. Ну как одна будка 15 тысяч? Одна будка, во-первых, не спасет, надо 2-3, в идеале 4 будочки. Небольшие, ну хотя бы, хотя бы 1004 каждой была бы. Но не 15 же тысяч. С резьбой не надо, с террасой не надо. Просто простые будочки. В общем, жалко. Друзья, все, давайте тогда мы на сегодня с вами, Надежде. Вот, вы посылали, Тамара, да? Вы тогда у меня спрашивали, по-моему, телефон ее. Она мне говорила, да, что женщина посылала. Ну вот, они, к сожалению, кушать, к сожалению, говорю, господи, они кушать-то хотят всегда, поэтому, конечно, помощь ей тоже нужна. Не знаю, кому просить. Своим прошу, еще людям хочу помочь. Друзья, ладно, все, тогда давайте на сегодня все. Так много я у вас времени заняла, 2,5 часа. Всем всего доброго. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы были здесь с нами. Эту женщину вышлите номер карты, давайте поможем. Давайте, Елена, куда вам карту выслать, ту самую? Зовут ее Надежда. Вы мне напишите на WhatsApp. Телефон есть в реквизитах, я вам пришлю ее карту тогда, хорошо? Кто хочет помочь женщине из Ярославской области. Очень добрая, душевная. Друзья, все, всем спасибо, всем до свидания. Бегу с животных выгуливать своих, и еще надо полночи кому-то звонить и что-то обещала, что-то сделать. Вот, все, за время будки, господи, что за времена будки, мужики бесплатно не могут, все.